По регламенту работы мы ввели выступление 3 минуты и 7. Я считаю, что 7 только руководитель фракции, только он. Остальные 3. Иначе теряется норма. Нет, 3. Да 3 давайте уберем. Потому что любой депутат выходит и говорит, а я от фракции. А кто тебя уполномочил от фракции? Вы понимаете, несоблюдение законов начинается с мелочи. Кто-то должен давать полномочия. Иначе анархия. И руководитель фракции в одном лице. Только он руководитель фракции. Мы внесли поправку, чтобы вернуть старую норму в регламент, что руководитель фракции вне очереди выступает. И это же не ущемляет права других. Мы 3 выступаем. Но я бы выступил первый. У меня весь график расписан до 10 часов вечера. Нет, в очередь ставим. Социализм погиб на том, что очередь установили. Очередь, сплошная очередь от родильного дома до кладбища. По собакам. Сколько мы будем издеваться? Каждый месяц 2 человека погибают. 25 человек в год гибнут, мы не можем принять ничего. Кто-то задерживает в комитете или в правительстве. Но это же смешно. Что за парламент, который не может принять решение о правилах содержания животных? Эвакуаторы. Мы внесли. Ну зачем эвакуировать машину, если пришел владелец? Ну владелец здесь, все. Он хозяин машины, никто не имеет права прикасаться. Штрафуйте его, наказывайте. Но забирать машину вы не имеете права. Вот это вот злоупотребление. Нет, лежит закон, валяется. Госфинансирование партий, не прошедших в парламент. У нас 2 крайности. Вообще нас никто не финансировал десятилетиями при Ельцине, да и в начале века. А теперь и те, кто не прошел. И это те партии, которые занимают антироссийскую, антигосударственную позицию. Мы им платим, ребята, давайте, шумите и говорите, какая плохая Россия. Объясняют так, что это другие будут финансировать. Так другие все равно будут финансировать. Получается, ласковый теленок 2 маток сосет. Госдеп США, где заложена строчка, десятки миллиардов долларов на развитие демократии у нас. Как раз на поддержку этих партий. И мы им даем. Хорошо, покричал, поорал, оклеветал страну, тебе из 2 касс деньги дали. Давайте это уберем. Лежит закон. Бесплатная раздача земли. Ну вот с трудом подошли, чтобы на Дальнем Востоке это будем делать. Но по всей стране нужно делать. Но огромное количество, это наше богатство. Но люди будут работать и себя обеспечат сельхозпродукциями. Нет, стоит. Ну как царь упирался, пока его не свергли. Советская власть упиралась, пока не свергли. Не давала советская власть. Лично Свердловский райком КПСС, зампредседателя правкома, ходил, в ногах валялся. 120 километров от Москвы. Овраги, неудобья и не могли пробить. Вы рабочим давали? Согласен. А другим ничего не давали. Можно поднять архивы всех райкомов партии. Во-первых, не они должны давать землю, а органы советской власти. Вашей партии никто власть не давал. Лозунг Ленина «Вся власть советам», а не коммунистам России. А решал все райком. Поднимите архивы всех райкомов по стране, и вы увидите, сколько они отказывали в выдаче земли. Потому что собственник неуправляемый для вас был. Вам уже были нищие, чтобы они слушали парторга и шли на 1 мая и 7 ноября. Поэтому до сих пор не раздаем. Транспортный налог. Ну, вы понимаете, что люди... У нас холодная страна. В большинстве случаев машины стоят в гаражах. Ну зачем мы платим налог? Зачем налог платить за хлам, который человек заводит раз в год? Налог нужно платить, когда ты едешь. Когда ты едешь. Мы в гостинице платим, если мы прожили там. Мы же не платим просто, вот ты хочешь быть, номер снимешь в гостинице, заплати. Вот. Питание в ресторане, вы приобрели питание, платите в парикмахерской. Ну, как же платить налог за неиспользуемый транспорт? В момент приобретения считается заплати налог. Так ты уже заплатил деньги за машину. Все, государство получило деньги. А транспортный, когда он движется, это тоже как бы проблема. Уполномоченным правам инвалидов. Ну вы не согласны, ну откажите и все. Вот все законы 8, которые я перечисляю сейчас, ну вы поставьте повестку дня и откажите. Нет, лежит, так сказать, это же к чему приводит? К депрессии. А депрессия немецкого летчика к чему привела? К крушению.
Надо же понимать, что годами лежат законы. Ну, не хватает рабочих дней, давайте четверг сделаем рабочим. Не хватает четверга, давайте неделю работать в комитетах, не будем обманывать себя. А именно сделаем рабочие недели, никаких комитетов. А в регионы выезжать последнюю неделю. Вот. Мы дали проект закона «День свободной торговли». Почему мешают? Это же обеспечение наших граждан сельхозпродукцией. Ее полно. Какие санкции? Вы не мешаете продавать нашу сельхозпродукцию. Но нет этого. Вот только в сети. А сети не принимают продукцию. Не принимают. И мы в тупике. И опять что? Опять депрессия у колхозников. Вы говорите, они спиваются, так вы у них ничего не покупаете. И дороги им не строите. И никакой инфраструктуры. Все дома культуры рухнули, там фельдшерские пункты и так далее. И осталось там по 2-3 старушки. Мы предложили трудовые коллективы, чтобы выдвигали кандидатов, тоже восстановить право. Ведь там же лучше знают человека. Ну как жители будут голосовать, вот 10 человек, за кого? Кто больше денег заплатит, обклеит полгорода своими афишами, вот они и пойдут вслепую. Вот там Петров, 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 везде Петров, давай за Петрова. Только коллектив знает. Вот летчик, что он на психучете стоял, это в его коллективе знали. Но вот допустили к полетам. Разве это можно? Вот это. Слишком много прав человека там уделяется одной личности. И наплевать на всех остальных. Он депрессия, не хочет жить. Возвращайся домой в Дюссельдорф и повесился. Все, ты не хочешь жить. Твое право. Ну кто тебе дал право самолет разбивать? Поэтому здесь нужны ограничения. Нельзя, чтобы было 2 пилота. У нас 4 и молодцы. Я летал чартерными рейсами этих немцев, австрийцев. Вообще дверь открыта в кабину летчика. Я вижу вперед горизонт. Никакого порядка у них нет, немецкий порядок. Надо всем навязать наш русский порядок. Тогда будет лучше нам всем жить.